Доброе утро. На календаре уже 19 целое 19, не представляете, апреля, Целый вторник. вторник. Целый вторник, настоящий, взаправдошный. И это утро, как и вчерашнее, как и все утра этой недели, будем вместе с вами встречать сегодня. Мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Еще раз всем доброе утро телезрителям телеканала Якутия-24 и МВК Саха. Сегодня в нашем эфире мы будем так же, как и всегда, познавать интересное. Поговорим, к примеру, о социальных проектах, которые реализуются у нас на территории Якутии благодаря поддержке частных инициатив по развитию региона и страны. Поговорим о новостях культуры, которые актуальны на этой неделе. Также во второй части нашего эфира гостем студии станет исполнительный директор Федерации художественной гимнастики Якутии, где мы поговорим о недавно прошедших соревнованиях и в целом о возможности развития данного вида спорта у нас в регионе. Также наши постоянные рубрики вас ждут: даты события, говорим правильно и многое другое. Так что оставайтесь с нами, не забывайте писать нам по номеру, который видите на своих экранах. Также подписывайтесь на наш телеграм канал. Достаточно в поиске ввести «Слито утро Якутии» и подписаться, следить за анонсами, за интересными новостями и конкурсами, которые мы проводим иногда. Да, или же, просто чем-то интересным, что мы там выкладываем. Вот вчера вот мы тоже там что-то выложили, а вы вот зайдите, посмотрите, присоединяйтесь, кстати, к тому, что мы вчера выложили. Вот, «Утро Якутии» слитно. Нужно написать в поисковике Телеграма, еще раз напомню, и будет вам счастье. Ну, а что ж, с чего день начинается обычно? День начинается С погоды. Умывание, кофе и погоды. Я хотел перечислить весь спектр необходимых процедур. И, тем не менее, да, погода — дело важное. Мы, как всегда, за ней следим. Нам интересно, в чем же лучше сегодня выйти на улицу. Может быть, в шортах или до сих пор нужно походить в шубе. Поэтому, Кать, тебе слово. Давайте поговорим Да, о конечно. погоде. Давайте. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 1 градус. В заречной группе минус 5 плюс 1, в южных минус 1 плюс 1 градус. В Вилюйской группе минус 1 минус 3, в Нижнеленских 0 минус 1, в западных 0 минус 5, в Колымо-Индигирской группе от 11 до 22 градусов мороза. В Янских 7 градусов мороза, в Батагае, в Депутатском минус 24, на северо-западе минус 11 в Оленьке, минус 22 в поселке Тикси. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 0 градусов, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ну а сегодня днем нас ожидает мокрый снег, ветер восточный с переходом на северо-западный до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла. Говоря про мокрый снег, он нас не только ожидает, он уже там за окном, я знаю, я его видел. А тем временем модный редактор Daily Mail Линда Келси назвала оранжевый самым модным цветом весны 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания. Утверждается, что оттенки оранжевого стали широко популярны среди знаменитостей по всему миру. В числе их поклонниц оказались певица Карли Клосс, актриса Лили Коллинз и герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон. По словам автора, многие люди ошибочно полагают, что оранжевый цвет трудно носить, так как он мало кому подходит. Келси, в свою очередь, уверена, что в действительности яркие тона в одежде только подчеркивают оттенки волос и кожи. Отмечается, что оранжевый цвет оказывает и благотворное влияние на настроение человека. Кстати, я слышала, что оранжевый цвет, вот первыми человек, когда рождается, первые цвета, которые он распознает, видит, это как раз-таки оранжевый, желтый. Да, а еще оранжевый — это фактически один из
наверное, национальных цветов Голландии. Во всяком случае, сборная по футболу голландская играет, у нее форма оранжевого цвета. Ну а мы перейдем к другим темам. В эти дни в столице региона, в Якутске, проходит форум «Сильные идеи для нового времени». Это отличная площадка для поиска единомышленников и возможность получить поддержку для реализации своего проекта. Форум проводится во всех субъектах страны с целью поиска и сбора новых проектов для развития страны и отдельных субъектов. Так, на крауд-платформу ideas.roscongress.org поступило уже более 4000 идей от жителей России. Зарегистрировано уже более 13 тысяч участников из всех уголков нашей страны. О том, как можно поделиться своей идеей по развитию городов, регионов и страны в целом, нам сегодня расскажет региональный координатор проекта Роза Олесова, директор Центра занятости населения Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Роза. Доброе утро. Расскажите немножко о форуме. Как понимаем, это уже какое-то такое традиционное явление, мероприятие, и Якутия не раз становилась участником. Сколько вообще было проектов заявлено в прошлом году, и какие из них стали победителями, где можно увидеть эти проекты? Да, все верно. Первый раз форум запускался еще в пандемию, это был 2020 год. Якутия активно приняла участие, и на тот момент заявки были именно актуальны по социальному направлению. Да? То есть Якутия представила несколько идей, в том числе это был проект «Светик-цемент-светик», который направлен на реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Ряд наших проектов были признаны лучшими, и они вошли в топ-1000. То есть была большая социальная повестка. В этом году, с учетом новых экономических санкций, идеи должны носить прорывной характер, да, и должна быть разработана стратегия развития России, вплоть включая до 2030 года. На долгую такую перспективу. Да, все верно. Мгм. Ну, а кто может участником стать и что нужно, да? Уникальность, показать. да, спасибо большое. Уникальность данного форума в том, что нет никаких ограничений. Любой человек от 16 лет может принять активное участие и внести вклад в развитие своей республики родной и развитие родной страны. А куда проекцию можно подать? И вообще, в принципе, какие идеи обычно предоставляют? То есть, понятно, про повестку мы поговорили, что-то актуально, но в целом, что в своем конструктиве, скажем так, что это за идеи? Значит, у нас 7 направлений. Первое — это национальная социальная инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная технологическая инициатива, также развитие регионов в этом году отдельный трек и открытый разговор. И, конечно же, безусловно, актуальная повестка на сегодняшний день — это экологическая безопасность. Мгм. А какие проекты наиболее популярны на сегодня? На сегодня, да, и как я отметила ранее, они должны носить более такой инновационный, прорывной характер. И в этом году у нас отдельное внимание уделяется именно будущему поколению, то есть по молодежной повестке. Мгм. Вообще, сколько уже проектов жители Якутии собрали в рамках этого действия такого? Ну, на сегодняшний день мы только вчера делали выборку из краунд-платформы, а в Якутии уже более 50 идей собрали. Да, и хотелось бы отметить, что будет не только федеральная поддержка, у нас идет активная работа межведомственного взаимодействия всех профильных министерств, и активно принимают участие государственный и негосударственный сектор. То есть это основная повестка агентства стратегических инициатив, это диалог бизнеса, власти и активных граждан. Мгм. Ну и чего по итогам форума дает участие? Самое главное, бонус, если так можно выразиться, это донести свою идею, свой взгляд на развитие страны президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Ну, вот поговорим о проектах прошлых лет. Вы уже сказали о проекте Социальный Светика. проект. Да. Мгм. Вообще, можете еще какие-то примеры проектов представить, где их можно сегодня увидеть, победители, опять же? Ага, на примере. Мгм. На примере можно отметить проект «Скиллометр», который по кадровому направлению, да, то есть там нарабатывают компетенции. И также у нас была третья идея, это именно направление развития кинематографа в сельских территориях. И проекты были поддержаны главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. На сегодняшний день они масштабируются в нашей республике.
А можете поподробнее об этих проектах рассказать, вот в том числе вот развитие кинематографа? То есть, Мгм. ну, опять же, понимаем, мы развиваем кинематограф в сельской местности, но как это выглядит на практике в итоге? Уже есть какие-то практические решения или пока это все равно как-то обкатывается, такая проектировка идет? Ну, то есть идея получает поддержку, да, потом начинается монетизация данных идей, и они далее участвуют уже у нас на такой федеральной повестке. Идет поддержка напрямую, да, и работа с населением. То есть развитие сельских территорий, здесь главная повестка была, и доступность кинематографа, вот новинок кино и представление каждому. Мгм. Ну вот, как мы сказали, в эти дни форум уже идет. Насколько насыщена программа, помимо вот а, своих проектов, да, которые Мгм. представляют участники, что-то еще интересное. Якутия выступила первым по Дальнему Восточному федеральному округу, и мы первые запустились по сбору идей. Значит, курирует процесс работы вице-премьер Ольга Валерьевна Балабкина. И на уровне зампреда правительства мы дали такой красивый старт и работу с населением. Мы сейчас проводили гибридного формата мероприятий, то есть чтобы каждый житель нашей республики, отдаленных мест, да, там, и сел, приняли активное участие. Очень достойные проекты в этом году, и они носят такой действительно креативный характер. М. Ну вот в форуме, ну, как бы не только же представление проектов, то есть просто сами участники для себя что-то подчеркивают. Есть ли какие-то ну, сопутствующие, скажем так, мероприятия, может быть, мастер-классы, вот как обычно такое бывает? Да, все верно. Вот если даже обратиться к опыту прошлых лет, нас объединяли, допустим, моя идея была на схожа с другими региональными участниками. Это отличная возможность объединить страну под лозунгом «сильной идеи». То есть она должна быть единой, как наша Россия. Мгм. Ну и давайте пожелаем, может быть, нашим участникам, да, якутянам в частности. Мгм. Да, хотелось бы пожелать, конечно, всем жителям нашей республики удачи и чтобы, я думаю, что победят все. В любом случае будут услышаны любые идеи и объединить под одной красивой идеей для блага населения. Это здорово. И Мгм. последний вопрос, завершая беседу. Куда свои идеи, проекты можно, ну, представить, отправить какое-то, вот есть ли какое-то место, или нужно прям прийти физически на форум, его показать на бумажке? Мы собираем идеи сейчас на краун-платформе. Значит, главные организаторы — это Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс. Вы отметили ранее, где можно сделать заявку. Я надеюсь, что здесь бежит строка, где можно это посмотреть. И поддержка, то есть данных идей, если, ну, нужно ставить амбициозные задачи, да? Если вы войдете в топ-20, то у вас будет уникальная возможность оффлайн, то есть представить Ага, президенту нашей страны свою идею. ага. Действительно Роза Семеновна, уникальная спасибо возможность. большое. А мы прямо Спасибо. сейчас переходим на короткую паузу, после нее вернемся. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Народные депутаты республики приняли законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребенка от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий законопроект приняли на заседании Госсобрания Илтумен. Софинансирование из бюджета страны для реализации выплат составит 96%. Это более 6 миллиардов рублей. Оставшиеся 4% в размере 412 миллионов рублей будут профинансированы из регионального бюджета. Ежемесячную выплату начнут производить с мая этого года. Сумма составит от 50 до 100% величины прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. По предварительным расчетам на выплату смогут претендовать более 40 тысяч семей с детьми в Якутии. Выплаты уже будут производиться с 1 мая, а данная выплата уже установлена с 1 апреля. И по предварительным подсчетам на сегодняшний день в нашей республике на такую выплату претендует 41 200 детей по всей республике. И, конечно, это очень важно, потому что вот сейчас в условиях санкций и в условиях того, что родители могут потерять работу,
соответственно, эта выплата будет очень своевременно, будет производиться через пенсионный фонд, и каждая семья, кто нуждается, получит данную меру поддержки, и она будет индивидуально посчитана, и будет размер 50% от прожиточного минимума на ребенка, установлено в республике. Это по зонам, первая зона, вторая зона, и, соответственно, она может увеличена до 75%. Между тем, в окончательном чтении принят не менее важный проект закона, разработанный в рамках антикризисных мер в Якутии. Касается он единовременной денежной выплаты за счет средств республиканского материнского капитала «Семья». Отмечается, что эту выплату смогут получить семьи, у которых право на республиканский маткапитал возникает по 31 декабря 2022 года включительно. Сумма составит не менее 30 тысяч рублей. Более 30 человек из Якутии примут участие в 21-х молодежных дельфийских играх России. Это одаренные дети, победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Игры пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярске. Дети из республики заявлены в 22 номинациях. Самой многочисленной командой станут представители колледжа культуры и искусства. На игры от колледжа поедут 10 студентов. Дельфийские игры входят в рейтинг, который определяет рейтинг главы и в рейтинг для поступления в высшее учебное заведение культуры и искусства. Но они являются, по сути, как бы олимпиадой среди творческих людей. Безусловно, все эти дети очень талантливые. Они уже сейчас, обучаясь, уже заявляют о себе на ранней стадии обучения, на первых, вторых курсах даже. И надеемся на победу, надеемся на хороший результат. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Это «Утро Якутии». Екатерина Винокурова, Павел, Таня. Встречаем вместе с вами 19 апреля. Привет всем тем, кто проснулся чуточку попозже, чем нам хотелось бы. Вот сегодня... повезло же людям, да? Да, вот эти 15 минут сна лишние, они порой много могут изменить в нашей жизни, но не будем о больном. Сегодня 19 апреля. Как мы уже сказали, да. Мы уже сказали, и не раз еще скажем сегодня, а как мы знаем, любой день это всегда повод улыбнуться. А какие вообще поводы есть этому дню улыбнуться, узнаем мы прямо сейчас. На календаре 19 апреля. Сегодня День подснежника. День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. День юридической службы Министерства внутренних дел России. Также сегодня день российской полиграфии и день работника ломоперерабатывающей отрасли России. По народному календарю сегодня день Евтихия и Иремы. По дню Евтихия и Иремы судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой. Хорошей приметой было отсутствие ветра. Этот день в истории. В 1783 году в этот день издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Напомним, что это не единственный раз, когда Крым становился российской территорией. В 2014 году повторилось это важное историческое событие. А 19 апреля отмечается в России как памятная дата – день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В 1935 году, 19 апреля, в Советском Союзе основано добровольное спортивное общество «Спартак». В 1987 году общество «Спартак» было упразднено, а имущество передано профсоюзам. В 1991 году по инициативе самих спартаковцев и других заинтересованных людей общество «Спартак» было возрождено в новых условиях и вскоре вновь стало одним из крупнейших спортивных обществ России. В 1943 году в этот день началось вооруженное восстание узников Варшавского гетто против нацистов. Это восстание признано самым массовым, длительным и отчаянным. Однако в конечном итоге восстание было подавлено. Оставшиеся в живых жители гетто были вывезены в концлагеря и уничтожены. В том же году, в 1943, организовано Главное управление контрразведки СМЕРШ. За годы войны членами СМЕРШ было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3
2500 диверсантов и свыше 6000 террористов. 19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, прозванный в Советском Союзе «Копейкой». ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Этот автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» советские автопроизводители так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Прототипом «Копейки» был Fiat 124. «Копейка» вскоре стала настоящим народным автомобилем в Советском Союзе. В этот день родились Александр Птушко, советский кинорежиссер, режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра. Вениамин Каверин, советский писатель, военный корреспондент. Георгий Марков, советский писатель, общественный деятель. Сегодня 100 лет со дня рождения Сафрона Данилова, советского писателя, народного писателя Якутии. В этот день также родилась Мария Шарапова, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян. Очередные именины у Павла. Паша, поздравляю тебя. Надо вести календарь, сколько именин в году у меня. Вот. И у нас у оператора сегодня именины. Петь, А у нас, давай. да, праздником. сегодня еще день рождения отмечает. Еще и Уверена, что замечательный человек. Зовут его Дичковский Константин Виссарионович. И сегодня у него день рождения. Поздравляют его, желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе. С наилучшими пожеланиями семья Анастатовых. Вас поздравляет Константин Виссарионович. Мы присоединяемся к этим поздравлениям, безусловно. Это праздник. Это праздник и для именинника, и для тех, кто будет с ним отмечать и праздновать, конечно. Да, же. Да. да. Ну, а прямо сейчас мы хотели бы, конечно, рассказать, продолжая нашу традицию, часто мы рассказываем о разных профессиях, которых в мире не счесть, все они интересные, все они важные, конечно же, и у всех есть своя изюминка. Но самое главное, любую профессию, конечно же, отличают люди, которые в ней работают и отдаются этому делу со всей душой и без остатка. Доброе утро. Меня зовут Даниил Савченко. Я печатник офсетной машины в рекламно-издательском центре «Офсет». Моя задача состоит в том, чтобы печатать листовую продукцию. Листовой продукцией является практически все. Это плакаты, буклеты, этикетки, книги, журналы. Все можно отпечатать с помощью данной офсетной машины. Вот мое рабочее место. Сначала я получаю печатные формы с отдела CTP, которые устанавливаю в машину. Каждая форма соответствует своему цвету. Это голубой, пурпурный, желтый и черный. Аббревиатура СМИК. Установив формы, я заряжаю бумагу в машину в нужном количестве. Далее делаю пробную печать. После пробной печати мы настраиваем изображение, потому что офсетная машина, в отличие от цифровой, требует настройки предварительной. Далее происходит процесс печати. Отличие офсетной машины от цифровой тем, что она печатает качественный продукт большими тиражами. Такие объемы невозможно печатать ни на каком другом оборудовании, кроме как офсетной машины. Лист проходит по всей машине, и в итоге мы получаем готовое цветное изображение, которое в дальнейшем настраиваем и далее запускаем в тираж. В РИЦ Офсет я работаю с 2019 года, но общий полиграфический стаж у меня более 13 лет. Выбрал я эту профессию, наверное, из-за того, что в данной сфере можно делать своими руками очень много различной продукции. Я выбрал именно печать, потому что мне нравится именно создавать своими руками красивые изображения, участвовать в процессе произведения книги. Изготовленную мной продукцию я вижу на книжных полках магазинов, в виде рекламы, каких-то плакатов на улицах нашего города. И это не может не радовать, так как мою выполненную работу видят все жители нашего города, нашей республики. Вот. Ну, еще одна замечательная профессия, это, конечно же, люди, которые изучают древний мир. Но даже не то, что изучают, они пытаются найти какие-то
там раскопки проводят, и иногда инвентарь, здания под землей. Окаменелости оставлены представителями флоры, фауны древних времен. Одна из этих флор и фаун, конечно же, динозавры, и до сих пор ученые считают, гадают, от чего все-таки они погибли. И вот недавно в Танисе, в Северной Дакоте, ученые обнаружили останки доисторических животных, и они полагают, что они вымерли в результате падения астероида. Ученые уверены в этом почти на 100%. Они считают, что эти животные погибли в тот день, когда гигантский астероид упал на Землю 66 миллионов лет назад, вызвав массовое вымирание фауны того времени. Исследователи поясняют, что прекрасно сохранившаяся нога динозавра Зесцелосаурус с чешуйчатой кожей может быть датирована событием массового вымирания из-за наличия обломков от удара. Ученые считают, что крошечные стекловидные частицы расплавленной породы, застрявшие в жабрах рыб, найденных на этом месте, были подняты взрывной волной, поднятой метеоритом, сообщается на сайте Russian Traveler. К слову, кстати, тесцелозавр буквально переводится с латинского, я не выговорю на латинском, это у тебя получилось, мое почтение, но переводится он как удивительный динозавр. Удивительный, да. Мы, кстати, посмотрели, выглядит он действительно очень Такое ощущение, как будто всегда красивый. в планке готов свою форму поддерживать. Ну а далее мы перемещаемся на Черноморское побережье, где местные жители нашли крупную морскую черепаху весом более чем 100 килограмм. Черепаху обнаружили у поселка Джимите под Анапой. Специалисты заповедника Утриш, оперативно прибывшие на место событий, установили, что животное относится к занесенному в Красную книгу уязвимому виду логерхед. Ученые пока не знают, как необычная гостья попала в российские воды. Причиной могло стать и глобальное потепление, но есть вероятность, что она сбежала из зоопарка или пострадала от рук браконьеров. По словам волонтеров, состояние животного сейчас очень тяжелое, у черепахи даже отсутствуют признаки некоторых рефлексов, и пока удалось снять сильнейшую гипотермию. С обезвоженностью и анемией борются капельницами с глюкозой и физраствором. На лечение черепаху в дальнейшем может принять Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». По мнению специалистов, черепаха может быть ослаблена и в силу возраста. Ей на вид около 35 лет при сроке жизни в 50. Черепашка. Это раньше я был черепашка, а теперь я взрослый Пашка. мужчина, и теперь я черепавил. Вот. Паш, у меня к тебе вопрос. От черепах переходим знаешь, к чему? Как часто ты посещаешь столичные наши местные кинотеатры? Ну, все зависит от того, как часто на экраны выходят достойные фильмы. На самом деле, крайний раз я побывал буквально в минувшие выходные на одной замечательной картине. Мы о ней рассказывали, все везде и сразу. Мне она очень понравилась. О таких фильмах в кино давно уже соскучился по ним я. Вроде бы и не блокбастер, но что-то интересное, и мысль режиссера какая-то есть, и какая-то доля такого дребячества, что ли, в картине присутствует, и комедийный момент. В общем, хороший такой, достаточно интересный фильм. Своих денег не жалко на его просмотр. Вот интересно, какие премьеры ожидают нас в этот четверг. Кстати, с ними мы вас обязательно ознакомим в нашей четверговой рубрике «Афиша». А говоря про то, что денег не жалко, сейчас студентам республики очень сильно повезло, особенно тем, у кого есть пушкинская карта, потому что благодаря этой карте молодежь Якутии получит возможность первыми увидеть свежие кинокартины на региональных экранах кинотеатров. И вступили в этот проект некоторые кинотеатры, и вообще какие это кинотеатры, о других новостях культуры также мы расскажем прямо сейчас. Доброе утро! С вами «Культурные новости». 21 апреля, в канун празднования столетия Якутской АССР, на широкий экран выходит новый комедийный фильм «Бүгүн былыр» – «Сегодня прошлое». Дата премьеры выбрана не случайно, потому что основной посыл фильма зрителям – это объединение народа саха, уважение к своим предкам и любовь к родному языку. В главных ролях известный вайнер Ярослав Лебедев и Саина Иванова.
Кино по пушкинской карте можно бесплатно посмотреть в 7 кинозалах Якутии. К программе подключены 5 муниципальных кинозалов в Тиксе, Хатасах, Бердигостяхе, Майе, Чурапче и 2 частных кинотеатра в Нюрбе и Азия в Якутске. В них по пушкинской карте помимо российских фильмов можно бесплатно посмотреть и работы якутских режиссеров. «Надо мной солнце не садится», «Царь-птица», «Холодное золото», «Дивная пора», «Государственные дети», «Детство, которое мы не знали» и другие. Всего в репертуарную программу вошли 13 якутских фильмов. Также в данное время ведется работа с другими регионами страны над включением якутских фильмов в репертуар их кинотеатров. Внимание уделяется картинам с патриотическим духовным началом. «Тайна Чингисхана», «Тыгындархан», «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха». В Якутске стали известны победители фестиваля молодежного творчества «Путь к звездам. Столетие ЯССР». В этом году мероприятие собрало свыше 300 представителей творческой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет из 11 улусов республики. Обладателями гран-при фестиваля «Путь к звездам. Столетия ЯССР» стали в направлении виде творчества Николай Петухов, средняя общеобразовательная школа номер 31, город Якутск, в направлении изобразительное искусство Кирилл Шамаев, средняя общеобразовательная школа номер 24, город Якутск, в направлении вокальное творчество трио Сырдык-Дорхон, Центр культуры и современных искусств имени Юрия Гагарина, город Якутск. В направлении хореография Салжит Аргилбаяр Нямжав, Арктический государственный институт культуры и искусств, город Якутск. Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых посетила постановочная команда из Москвы. Во главе с заслуженной артисткой России, главным режиссером Российской государственной цирковой компании Еленой Петриковой. Команда начала работу над новым цирковым спектаклем, который станет одним из важных культурных событий, посвященных столетию Якутской АССР. По словам Елены Петриковой, выпуск спектакля предполагается на конец сентября. Он соберет для зрителя все самое вкусное, интересное с акцентом на этнокультурную самобытность и аутентичность Севера. На этом наш выпуск завершается. Всего вам доброго, до новых встреч. Ну а культура и язык между собой неразрывно связаны. И от их сохранения и развития зависит судьба целых народов. Изучение языка, культуры, традиций коренных малочисленных народов Якутии еще в прошлом веке занимались видные российские и зарубежные исследователи. Собранные ими этнографические и лингвистические материалы до сих пор приходят на помощь современным ученым. И в Национальной библиотеке Якутии открылась как раз-таки виртуальная выставка работ исследователей 20 века. В научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия хранятся личные владельческие коллекции видных лиц республики, ученых, писателей. Также хранятся личные библиотеки ученых-североведов, таких как языковеда Глафира Макарина Васильевич, этнографа Элиса Мылчугуровича, нефховеда Чунера Михайловича Таксами и многих других. Значимость архивов этих владельческих коллекций с каждым годом растет. Это уникальные материалы с многочисленных экспедиций, сохранивших информацию о культуре, языке, истории коренных малочисленных народов Севера. И в это прекрасное весеннее время, когда в разных регионах России празднуют День оленевода, мы представляем вам виртуальную выставку, где представлена литература об оленеводстве и уникальные северные фотографии из владельческих коллекций Ильюса Мылчугуровича и Глафиры Макаревны Васильевич из Фонда Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. А между тем, русский язык не перестает нас удивлять своим разнообразием и многогранностью. Всего лишь одно слово в нем может обозначать совершенно разные понятия. Да, и каждый раз мы в нашей рубрике говорим правильно, разбираем те или иные слова, которые, казалось бы, мы привыкли говорить вот так, а иногда даже выясняется, что
все это время мы неправильно это делали. Да, и иногда одно слово имеет целых два смысла. Да. Вот как раз-таки об одном из таких слов мы будем знакомиться в нашей рубрике. Доброе утро, уважаемые телезрители! Слово «пост» в русском языке, которое было заимствовано не так давно, имеет омонимы. Во-первых, слово «пост» обозначает специально оборудованное место. Ну, например, мы с вами говорим «пост ГИБДД» или «пост медицинской сестры». В этом значении слово «пост» было заимствовано из французского языка. А еще это слово обозначает воздержание от скоромной пищи. Недавно у нас с вами закончился Великий пост. В этом значении слово «пост» является исконно русским и общеславянским по происхождению. А еще в разговорной речи и в просторечии слово «пост» обозначает должность. Ну, например, занимать высокий пост. В настоящее время, сейчас, мы наблюдаем, как возникает еще одно значение слова «омоним» к слову «пост». Слово «пост» обозначает интернет-публикация. В таком значении оно было заимствовано из английского языка, где глагол «to post» обозначает «публиковать», «размещать». А еще слово «пост» вот в этом значении интернет-публикация уже, можно сказать, обрастает словами однокоренными. Например, всем хорошо нам известен слово «репост», «репостинг», «постинг», а еще есть еще и «автопостинг». Так что будем наблюдать, как это слово «пост» в этом значении приживается в русском языке. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Как ты думаешь, какой самый красивый и зрелищный вид спорта? Ну, зрелищный для меня все равно всегда будет хоккей. По поводу красоты сказать ничего не могу, потому что за спортом я особо сильно не наблюдаю. Как Тем не говорится, менее, признана именно таким видом спорта художественная гимнастика. ну да, я думаю, неудивительно, потому что, ну, все-таки это действительно такой интересный вид спорта, достаточно сложный, несмотря на свою красоту. Это, во-первых, и движения все под музыку, и какие-то дополнительные предметы, и гибкость, вот это вот все. Да, ну, я соглашусь, да, что это зрелищно и красиво. О том, как достигаются спортивные высоты в этом виде спорта, расскажет наш коллега Дмитрий Тымыров. Это кажется, что девочки легко и просто прыгают, ловят предметы и демонстрируют навыки своей гибкости. За всем этим стоит большая упорная и кропотливая работа не только тренера и ребенка, но и родителей. Ребенок же на этапе, например, 6 лет, 7, 5, он же еще сам не понимает, чего он хочет в жизни, понимаете? И вот тут вот важно, чтобы и тренер, и родитель так выстроили взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он именно интерес получил к этому виду деятельности. Где-то, может быть, снизить нагрузку, где-то пойти на какие-то уступки. И таким образом постепенно, это прям капля за каплей, вложить в ребенка интерес огромнейший. День гимнасток расписан как в детском лагере, начиная от подъема, заканчивая отбоем. Также за их здоровьем следят пристально не только врачи, но и психологи. Ну, сложно в плане, бывает, учебы, договориться сложно, потому что тренировки с утра до ночи бывают в зале. Но по плане еще гимнастики сложно то, что соблюдать режим нужно обязательно, а то в большом спорте без этого никуда. Вот, нужно держать фигуру в тонусе себя, чтобы потом выступать и тренироваться нормально, без травм. Милана и Алина – подростки, однако уже считаются профессиональными спортсменками. Пришли в этот спорт еще в садовском возрасте. Обе члены сборной команды Якутии по художественной гимнастике в командном зачете. И сейчас тренируются за пределами региона. В большой спорт попала в 10 лет благодаря Людмиле Валерьевне. Она меня отправила в город Омск, в Центр олимпийской подготовки. В данный момент я тренируюсь в городе Ульяновске. У нас там большой зал, все для художественной гимнастики. Тренеры отмечают, что в Якутии очень много детей, у которых действительно есть природный дар. Мне кажется, что нужно как-то создавать какую-то спортивную базу, спортивную школу для того, чтобы именно работать на результат. Потому что мы же прекрасно понимаем, что частные клубы – это коммерческое направление, правильно? Это общая масса детей, которая для здоровья, для своего развития и прочего. Конечно, там есть самородки дети, их немаленькое количество у вас в республике. И, в принципе, с хорошими природными данными, которые можно развивать
И можно конкурировать с другими гимнастками других регионов, начиная с Дальневосточного округа, а также на территории Российской Федерации. Якутия по праву может гордиться своими спортивными объектами, благодаря которым сегодня воспитываются юные спортсмены. Появляются новые имена, которые представляют честь Якутии и страны на крупных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Возможно, в будущем, благодаря развитию и поддержке этого вида спорта, зажжется еще не одна яркая звезда спортивной арены. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. И вот в эти выходные в столице региона прошел второй этап спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Якутия впервые провела эти отборочные этапы, и об итогах этих соревнований, в целом о развитии этого шикарного вида спорта сегодня мы будем говорить с нашим гостем, исполнительным директором Федерации художественной гимнастики Якутии Вячеславом Геннадьевичем Ефимовым. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, почему Якутия получила впервые возможность провести эти соревнования, дальневосточный отборочный этап, а почему раньше не удавалось этого сделать? Этапы проходят на конкурсной основе. У нас получается спортивный комплекс наш «Триумф». Они подали заявку и победили именно в виде спорта художественная гимнастика. Хотя подавали несколько видов спорта. Сложность заключается в том, что даже по меркам Дальнего Востока мы отдаленный регион. К нам тяжело добраться, поэтому остальные регионы не поддерживают такого стремления проводить межрегиональные соревнования у нас здесь на территории. Поэтому мы сейчас боремся со стереотипами. У нас все наши гости уехали очень довольные условиями, довольные нашим северным гостеприимством. Так что мы надеемся, что мы за счет наших соревнований немножко поправили тренд в свою сторону. И заложили для будущего подспорье такое, чтобы чаще проводились такие обязательно. То есть соревнования прошли на уровне? На высочайшем уровне. Этому, конечно, способствовал и приглашенный наш главный судья. Она судья международной категории. Соответственно, она помогла нам создать такие же условия, ничем не хуже, чем когда проходят всероссийские соревнования. Соревнования проведены. Какую поддержку сегодня оказывают именно федерации? И какая поддержка, какая помощь будет оказана в будущем? У нас сейчас, точнее, с 2016 года нашу федерацию возглавляет Людмила Валерьевна Николаева. Она провела очень колоссальную большую работу над тем, чтобы у нас появилась поддержка. Наш социальный партнер, уже получается на протяжении 6 лет, это Алмаз-Эргенбанк, наш региональный банк, он нас поддерживает. К сожалению, сейчас художественная гимнастика у нас не входит в базовые виды спорта, и мы не имеем на постоянной основе поддержку от Министерства спорта, от бюджета. Поэтому очень большой вклад внес наш банк региональный. Кроме того, в прошлом году у нас получился такой хороший проект с торговой маркой Таши. Они нам предоставили костюмы для сборной спортивные. Все девочки, кто занимаются, сейчас все мечтают о том, что у них тоже будут такие же спортивные костюмы, как у старших девочек, которые выступают. Поэтому мы открыты к сотрудничеству. У нас есть разные идеи, как можно реализовать с какими компаниями. Поэтому мы открыты к любым начинаниям в любой форме. В принципе, мы же знаем, что любой успех спорта, он, наверное, в огромной степени зависит от работы тренеров. Как сложно сегодня тренеров по данному виду спорта найти, хороших именно? Да, конечно, это такая глобальная проблема в развитии любого, наверное, вида спорта. На данный момент, опять же, из-за нашей удаленности, те тренеры, которые классные, высокопрофессиональные, которые живут и тренируются на западе нашей страны, они там уже успешны, и им морально тяжело отрываться от семьи, от знакомых, от друзей, переезжать сюда. Мы поняли, что это очень сложный процесс. Поэтому мы сейчас работаем над воспитанием своих девочек. Наша старшая команда сейчас, они планируют поступать, получается, в Санкт-Петербурге в институт Лесговта по специальности тренер по художественной гимнастике. Они пополнят наши ряды. Кроме того, у нас сейчас уже учатся девочки там, кто поступил. Мы их тоже всячески поддерживаем с ними связь. И таким образом будем привлекать профессиональные кадры сюда, в республику.
потому что кадры решают все. Как оцениваете на сегодня вот уровень подготовки наших гимнасток на предстоящих играх «Дети Азии»? Насколько девочки готовы? Ну, сейчас наша спартакиада, она показала уровень нашей команды. Вот, мы ничем не хуже всех остальных команд, а может быть даже в каких-то моментах лучше. Вот, поэтому мы надеемся на «Детях Азии» на победу. Это наша программа «Максимум». Я думаю, что она достижима, она реальна. Сейчас тренеры, получается, на соревнованиях посмотрели текущую ситуацию, сделали свои корректировки в тренировочном процессе. Поэтому мы надеемся на победу. Так что только вперед. Что ж, будем летом тогда тоже все держать все кулачки, пальцы крестиком, болеть за наших Болейте девчонок. за нас. Вот, Да, Вячеслав, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Поздравляем, во-первых, с проведениями соревнованиями. Опять же, да, желаем, чтобы на предстоящих главных детских спортивных событиях наша команда по художественной гимнастике показала самый лучший результат. Спасибо. Отличного вам дня. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Ежегодный Международный день памятников и исторических мест отметили накануне. Так, в рамках празднования в республике пройдет ряд мероприятий, направленных на восстановление и сохранение исторического и культурного наследия Якутии. В том числе и телемарафон на телеканале НВК «Саха» по сбору средств на восстановление двух зданий – дома Сауруна Амалона в Якутске и дома главы Байгантайского наследия в Усть-Алдане. На сегодняшний день в республике насчитывается 1873 объекта культурного наследия. Конечно, некоторые объекты в плохом состоянии. Мы, конечно, обязанность по их ремонту и реставрации возлагается на собственников. Но это, особенно по зданиям, это очень дорогостоящая работа. И поэтому вот разными способами пытаемся их как-то отреставрировать. В последнее время у нас вот за последние 3-4 года очень хорошо идет по акции «Сохраним памятники», когда любые горожане или организации влаживают свои личные средства на реставрацию объектов культурного наследия. Традиционно в преддверии великого праздника Пасхи архиепископ якутский Ленский владыка Роман благословил сотрудников производства якутской птицефабрики на плодотворную работу. В этом году Пасха празднуется 24 апреля. Якутская птицефабрика, находясь в постоянном развитии, наращивает производство пищевых яиц. Увеличился не только объем производства яиц, а также их ассортимент. Ежедневно с конвейера фабрики выпускается не менее 220 тысяч яиц. Продукция, которая выходит из этой птицефабрики, была в радость всем людям, живущим в городе Якутске, в нашей Якутии, особенно же в дни, предшествующие подготовке к великому празднику Пасхи Божией Спасителя. Мы молились о сотрудниках, мы молились об успешном их служении, об успешной их работе. Итоги конкурса «Уэлэх Мал» подвели в Якутске. Он прошел под эгидой столетия ЯССР, Года матери в республике и Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации. Региональная газета «Саха-Сире», сайт Эдерса совместно с Якутским музеем имени Емельяна Ярославского в торжественной обстановке подвели итоги и наградили победителей в нескольких номинациях. Этот конкурс дал возможность якутянам увидеть старинные вещи прошлых лет и разглядеть в них страницы развития целой эпохи республики длиной в несколько столетий. Среди этих вещей предметы быта, национальной одежды, утвари, которые принадлежали предкам конкурсантов. Предметом оценки жюри была прежде всего степень сохранности этих вещей. Всего на конкурс была представлена более 100 работ. К этому часу у меня вся информация. Еще одна хорошая новость для любителей красоты и всего прекрасного. 23 апреля в столице состоится новый конкурс «Красавец. Мисс Весна Якутска-2022». В эти дни в столице идет полномасштабная подготовка к этому мероприятию. Кому достанется ювелирная тиара, усыпанная Рауф топазами, да. И кто может стать королевой красоты, нам расскажет наша коллега Ирина Кичигина.
Даже я, глядя на девушек, не могу оторвать взгляд. Я представляю, каково будет членам жюри, которые будут оценивать конкурс. А для того, чтобы выделиться и запомниться, участницам необходимо хорошо подготовиться, чем они сейчас и занимаются. Кроме стремления к короне красавицы, у каждой из девушек свои мотивы участия в конкурсе. Мы же все приходим, получается, на конкурс, потому что мы какие-то зажатые, может, у кого-то какие-то комплексы, да? А вот здесь, когда конкурс, там просто все раскрепощается, там пластика, танцы, гибкость, ораторская речь, психолог. Вот это все, это очень полезные навыки для будущего, да, для опыта. Знаете, мне кажется, самое главное преимущество в девушке и немаловажное качество – это вера в себя. Это энергетика, которую я буду отдавать людям. Можно заметить то, что все девочки действительно красивые и имеют шанс победить. Но есть немаловажный фактор – это внутренняя красота, которая не видна, точнее, невооруженным глазом. Творчество. Творчеством, я думаю, что больше всего заинтересует зрителей, и этим самым мы подкупим их. Помимо индивидуальности, в конкурсе все же будет учитываться соответствие критериям стандартных конкурсов красоты. Это рост не ниже 160 сантиметров, размер одежды до 44-го, возраст от 16 до 26 лет, чистая кожа без татуировок и прозрачная репутация. Но для того, чтобы быть в форме, нужно каждый день заниматься спортом и, конечно, правильно питаться. Предложенный шеф-поваром ресторана специальный соус вначале несколько обескуражил девушек. Но, увидев салат и приготовленную особым образом индейку, красавицы явно воспряли духом. Девушки, ну что вы чувствуете ту любовь, которая добавлена в это блюдо? Да! Я хочу донести до девушек, что в каждом блюде главное – это любовь. Что самое главное – не стесняться добавлять любви, чтобы блюдо было вкусное. Наряду с блюдами, приготовленными с любовью, конкурсанток ждут занятия ораторским мастерством, хореографией. Они встречаются с ведущими стилистами и деятелями искусств, работают с психологом, участвуют в фотосессиях. Как утверждают организаторы, люди соскучились по красоте. Именно сейчас она нужна как никогда. К сожалению, в последнее время конкурсы красоты в нашей республике и в городе упразднены. И несмотря на трудное время, мы решили приподнять настроение нашим горожанам и провести конкурс красоты весны и молодости. То есть мы считаем, что в наши трудные времена красота должна быть не просто красотой, она должна нести и доброту. 23 апреля 9 участницам конкурса предстоит выйти на сцену и показать шоу, которое зрители запомнили бы надолго. Призовой фонд конкурса составляет около $500 000 рублей. Каждая участница получит подарки от спонсоров и денежный сертификат. А самую красивую девушку Якутска, кроме заветной короны, ждет поездка в Алма-Аты на Мисс Интернешнл Азия. Ирина Кичигина, Иннокентий Колесов, Якутск. Вместе с весной просыпаются, распускаются, становятся краше не только прекрасная половина, но и природа. И непрекрасная половина тоже. Ну да, природа действительно. Ну, я бы поспорила. Поспорим потом. Ну да, природа распускается, и чем у нас всегда знаменовывается наступление весны? Вот понятно, что распускается зелень и так далее, становится тепло, снег уходит. Но перед этим, да. Вот. Перед этим самое это главное, самое красивое, то, что мы каждый, в многих традициях выезжать искать это, конечно же, подснежник. Каждый год, да. Удивительное явление. Кстати, как думаешь, уже появились первые подснежники? Ну, я думаю, что пора бы уже. Да, первые подснежники уже появились на близлежащих сопках города Якутска, они были замечены. Правда, они еще не зацвели, но буквально через недельку, а то и раньше могут распуститься. Представляешь, даже бабочки проснулись ото сна. Это мы можем посмотреть на кадрах, которые снял наш коллега. А вообще, есть же целый день подснежника, вот, и он вообще
родом из Англии. И не случайно, ведь на Британских островах к этому цветку особое отношение. Их разведению англичане уделяют большое внимание. Можно даже сравнить с разведением тюльпанов в Голландии. В Британии подснежник обычно зацветает в середине как раз апреля. Отсюда и дата праздника, учрежденного в 1984 году. Ну а в нашей республике этот праздник отмечается чуть позже, 18 мая. Ну вот через месяц, да? Первый день подснежника отметили в 2004 году, и на сегодня этот праздник стал доброй традицией якутян. Первый цветок, который появляется после зимних морозов, символизирует начало весны. Научное наименование первых цветов в Якутии на самом деле не подснежники, а прострелы. В республике в основном растут несколько видов: желтые, фиолетовые, с красноватым оттенком и сине-фиолетовые. Подснежник имеет в якутской культуре большое значение как символ красоты, молодости и в то же время символ силы и выносливости. Якутскому подснежнику посвящено много песен и стихотворений. Родители называют своих дочерей в честь весеннего цветка. Есть и интересная христианская легенда, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, пошел снег, и Ева замерзла. Тогда несколько снежинок, желая утешить ее, превратились в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда на лучшие времена. Замечательный праздник, прям вот чувствуешь, как будто запахло цветами. Запахло весной, хотелось бы Запахло сказать, весной, но да. это из другой песни. Ну а на этом наш эфир подходит к концу, вот так быстро и незаметно Ну, пролетело. на такой зато прекрасной, красивой, обаятельной ноте, я считаю. Ну а завтра мы хотим вам сообщить, что нас ждет профилактические и технические мероприятия, поэтому с вами мы увидимся в четверг, 21 апреля. Поэтому не теряйте нас, а лучше присоединяйтесь к нам в наши сети, да, Телеграм, к примеру. конечно, подсоединяйтесь, и все будет хорошо. Мы на этом прощаемся. 21 апреля снова здесь увидимся. Хорошего вам дня, отличного настроения.